Вас Так, не уже 5 слышно. минут прошло. Так, А, давайте мгм. начнем. Мы все открыли на вашем ноутбуке Canva. Это главная страница. Здесь вы можете посмотреть, какие шаблоны мы можем создавать. Сегодня мы будем делать 3 шаблона, если успеем. Получается, здесь вы можете посмотреть, какие шаблоны, дизайн вы можете создавать. Это публикации в Instagram, вы можете делать презентации, создавать логотипы, плакаты делать, также пополнять историю в Инстаграме, публикации в Фейсбуке. Мы остановимся на публикации в Фейсбуке. Мгм. Выбираем ее. Тут уже появляются шаблоны, какие вам будут удобны. Я предлагаю пока начать с пустого. Самое первое, вот это беленький квадрат, нажимаем на него. Если не успеваете или я говорю слишком быстро, пожалуйста, дайте знать, я буду говорить чуть помедленнее. Так, Что-то у меня пустого нету, что ли? Не вижу я. это самый первый блок. Нет, у меня. Публикации, вот самый первый блок. Все открыли пустой, да? Так. Хорошо, потихонечку я начну объяснять. Первый баннер мы будем делать, это пост о вашем сотруднике. Я просила вас подготовить одну фотографию вашего сотрудника, Мгм. о ком вы бы хотели рассказать в социальных сетях, потому что это уже будет готовый контент по завершению нашего вебинара. Начнем, да, мы о сотрудника. Так сказать, будет он ознакомительный контент это. Для начала выберем фон для нашего поста. Я хочу сделать фон немного размытым, поэтому я захожу, так как это наш новый, допустим, сотрудник, или сотрудник, который недавно к вам устроился, поэтому я захожу в фотографии, это панель слева, вы видите, да? Мгм. Отлично, заходим в фотографии, здесь сверху есть поисковик, туда мы можем навести слово «работники». Выходит множество фотографий, которые мы можем сделать фоном нашим. Выбирайте, какой вам нравится. Здесь есть и вот такие вот совещательные, и руки, и рабочий стол, Мгм. различные варианты фотографий. Допустим, я выбираю вот такой фон. Настраиваю по размеру. Видите, можно тут взяться за краюшки фотографии, потянуть вниз, вправо, влево, по диагонали. Я настраиваю, увеличиваю, и полностью наш пустой квадратик заполняется данной фотографией. Если Мгм. 2 раза нажать на фотографию, то вы можете двигать, какая область фотографии вам нужна, вам нравится и какую вы хотите поставить. Я подвинула вот сюда, налево. Один щелчок по пустому полю, и все закрывается. Теперь я хочу сделать, так как я хочу сделать это фоном, то я хочу сделать эту фотографию немного размытой. Для этого я нажимаю на фотографию, она выделяется в квадратик, синенький, голубенький квадратик. Сверху появляются надписи: эффекты, фильтр, настроить, обрезка, перевернуть. Выбираем слово «настроить». Когда вы нажимаете на него, слева появляется окошечко. Здесь все виды настроек. Здесь можно увеличить или уменьшить яркость, контраст, насыщенность, поменять оттенок. И есть слово «размытие». Как раз это мне и нужно. Здесь можно двигать нашу шкалу направо-налево. Вы видите, она становится более размытой. Допустим, установим 10. Немного стала картинка размыта. Это будет для нашего фона. Дальше нужно загрузить фотографию вашего сотрудника. Для этого мы заходим, опять-таки смотрим с левой стороны,
есть слово «загрузки». Нажимаете туда. Теперь появляется слово «загрузить изображение или видео». Также нажимаете туда, и открывается новое окошечко. Выбираем первый блок, называется «Устройство». То есть это ваш ноутбук или компьютер, откуда будет скачана фотография вашего сотрудника. Нажимаем. И здесь в разных разделах вы можете посмотреть, откуда вам нужно скачать изображение. Выбираем, какое вам нужно изображение, где вы его сохранили. Я уже это заранее скачала, поэтому мне это не нужно. Вы, пожалуйста, выберите фотографию вашего сотрудника, которая у вас сохранена на ноутбуке. Нажимаете «Открыть», и оно должно прогрузиться в канву. Так, мне говорят, что в чате кто-то написал. Мне не видно отсюда, я сейчас посмотрю. Угу. Те, кто подсоединился недавно, хочу отметить, что мы сейчас работаем в Canva. Для этого вам на ноутбуке нужно зайти на страничку Canva, на главную страничку. Заранее вы уже, конечно, зарегистрировались. Выбрать шаблоны, то есть для Фейсбука. Мы делаем сейчас контент для Фейсбука, поэтому выбираете шаблоны для Фейсбука. Заходите, прогружаете, получается, слева есть функции, там выбираете фотографии, фото написано, и в поисковике вбиваете слово, которое вам нужно. Допустим, я ввела «работники», и здесь выходит множество фотографий, которые я могу сделать фоном. Вы можете написать «рабочее место», там, я не знаю, или даже, вы знаете, вы можете выбрать, заранее скачать фотографию вашего здания, в котором вы работаете, которое больше всем знакомо визуально, и прогрузить ее сюда через загрузки и также сделать размытие. Повторяю, как делается размытие. Мы нажимаем один раз на фотографию, она выделяется голубеньким квадратиком. Сверху появляется несколько надписей, несколько функций. Выбираем третью, это «Настроить». Когда мы нажимаем «Настроить», слева опять выдвигается окошечко. Здесь можно поменять яркость, контраст, насыщенность и видите слово «размытие». Я выбрала 10. Хочу, чтобы фон был немного размытым. Надеюсь, все сделали так. Двигаемся дальше. Как загрузить фотографию вашего сотрудника, который уже находится на компьютере, на вашем ноутбуке? Для этого мы слева выбираем «Загрузки». Выбираем дальше «Загрузить изображение или видео». Когда вы нажимаете на это, выходит новый блок. Нажимаем папку «Устройство». Устройство открывается. Выбираете нужную вам папку, где вы сохранили фотографию вашего сотрудника или даже вас самих. И закачиваете. Достаточно нажать слово «Открыть». Я это уже сделала, поэтому не буду этого делать. Поработаем. Так как у вас уже загрузилась ваша фотография, достаточно на нее просто один раз нажать. Вот я нажимаю, моя фотография здесь появляется. Хочу ее сделать сбоку. Тут же можно двигать, уменьшать, расширять и так далее. Смотрите теперь, как мы будем работать. Также нажимаем на нашу фотографию. Появляется сверху также несколько слов и функций. Выбираем первую. Называется она «Эффекты». Все успевают, да? Дальше мы нажимаем первую функцию. Называется «Удаляйте фон изображения одним нажатием». Пожалуйста, нажмите ее. Как видите, моя фотография немного прогружается. И сейчас, секунду. Видно, да, что моя фотография, у нее исчез задний фон. Осталась только я.
У меня не получается такое. Может, у вас... почему не получается? У вас выходит вообще эта функция? Да, выходит, но я нажимаю, выходит, попробуйте бесплатно в течение 30 дней. Вот такая, это выходит рекламочка, и каждый раз нажимаю, это так же. Мгм. Кстати, да, вы можете 30 дней бесплатно поработать на Canva, тогда эта функция станет доступной. Я забыла, что я недавно подключилась к бесплатной версии, поэтому у меня это работает. Давайте я вам предложу бесплатный сайт, сейчас вам скину в чат, как он называется, или вы можете здесь написать. Тоже удаляет фон. Если вы еще не, допустим, бесплатная версия Canva закончилась, или же она не работает, вы можете просто в интернете удалить фон на любой фотографии. Сейчас скажу, как сайт называется. Звук побольше можно, пожалуйста? Это вас тихо слышно. Хорошо. Так, если я преподношу ближе, меня хорошо слышно, да? Да, тогда хорошо. Отлично, я сейчас тогда приклею. Сайт называется remove.bg. Все. Remove. Смотрите, я сейчас буду на экране писать. Ой. Видите, да? Я пишу remove.bg. Да. Сейчас. Это сайт по бесплатному удалению фона. Здесь вы можете сюда загрузить свою фотографию. Смотрите, выбираем «Загрузить изображение». Выбираете изображение. У меня тут на ноутбуке, оказывается, это новый ноутбук, нету изображений. Вы выбираете свое изображение, пожалуйста. Снимки экрана. Сейчас. Так, ему удается получить доступ к сайту Remove, что у меня уже недоступен. Доступ к сайту нет, Remove. К этому сайту нету доступа, да? Давайте я сейчас попробую скинуть вам ссылку сразу. Может, по ссылке у нас сработает? Да. Угу. Скажите, у кого еще не работает этот сайт? У всех не работает сайт? Да, я получила. У меня работает. О, отлично. Здесь можно прогрузить изображение. Допустим, я выберу наш скриншот с предыдущего вебинара. Видите, тут автоматически фон удаляется. Затем вы можете Надо скачать, да? скачать, и эта фотография автоматически загрузится к вам на ноутбук. Очень удобно, если в Canva не работает или закончилась пробная версия на 30 дней. Надеюсь, у вас получилось. Давайте продолжим дальше. Да, получилось. Удобно. Отлично. Здесь у меня, кстати, если вам неудобно... Можно вопрос? Да. А вот вы только что фон же удаляли. Да. Можете показать, как сохранился без фона? Так, сейчас, секунду. Вот он без фона. Вы имеете в виду на сайте, да? На сайте remove.bg?
Не-не-не, вот вы же сохранили, скачать сделали же. Да, Вот я как будет нажала выглядеть скачать, в итоге? и Ага. вот я открыла, Фото вам фото видно? без заднего. Отлично. Теперь Так, у вот меня, она. оказывается, только один экран показывает сейчас. На самом деле он сохраняется без заднего фона. Фон становится абсолютно белым, прозрачным, его не видно. Так же, как и вот тут на конве. Круто. Мне вот всегда хотелось бы знать, сегодня научилась. Так, кажется, я случайно вылетела. Так, скажите, видно мой экран? Нет, Мгм. Так, все, заработало. Вот так же, да, сохраняется, в принципе. Да, сохраняется он на ноутбуке. Так, давайте дальше продолжим. Вот уже ваша фотография без заднего фона. Мы можем ее увеличить, уменьшить. Если вам неудобно, что ваш постер он маленький для работы, вы можете снизу увеличить масштаб. Видите, да, снизу написано 38% масштаба. Вы нажимаете, вы можете выбрать другой масштаб, более удобнее или более больше для вас. Я вот, допустим, увеличила, чтобы вам было лучше видно. Так, дальше продолжим. Фон мы задний размыли, фотографию нашего сотрудника вставили и удалили его задний фон, чтобы только остался человек. Теперь можем сделать креатив. Заходим слева в элементы. Это раз, два, три, четвертый по счету функция. Мгм. Здесь есть, допустим, рекомендуемые линии, фигуры разные, рамки можно вставлять, стикеры, даже диаграмму можно вставлять, как вы видите, различные тут. Фотографии, место для фотографий. Очень много элементов, стикеров, функций и фигур. Хочу вставить линию. Выбираю самую первую линию и нажимаю ее. Каждый элемент, который вы добавляете на фотографию, можно менять цвет этого элемента. Для этого достаточно просто нажать на этот элемент. Он выделяется, как обычно, голубеньким квадратиком. И сверху есть маленький квадратик с цветом. Видите, да? Очень маленький. Цвет называется. Мгм. Как убрать фон в конве? Так, для этого вы загружаете сюда вашу фотографию. Смотрите, вот я загрузила свою фотографию. Вот она я. Вот фон на данной фотографии. Хочу, чтобы остался только человечек. Для этого вы нажимаете на эту фотографию один раз. Выделяется это все голубеньким фоном. Сверху появляется несколько функций. Эффекты, фильтр, настроить, обрезка и перевернуть. Это сверху. Нажимаете на третье, это настроить. Ой-ой-ой, я перепутала. Нажимаете на первое, эффекты. Если вы работаете в конве и вы подключили бесплатную на 30 дней версию, то будет работать данная функция. Вы нажимаете эффекты и удаляете самая первая функция, вот тут слева. Удаляйте фон изображения одним нажатием. Если вы то есть подключились к бесплатной 30-дневной версии, тогда в Canva это автоматически сделает за вас. Если вы пока еще не подключились к бесплатной версии Canva, или, допустим, она закончилась, то вот Бигаим скинула в чат, заходите на данный сайт, и там уже удаляете фон тоже бесплатно, и также скачиваете на ваш ноутбук, сохраняете. Все понятно, да? Мгм. Давайте дальше продолжим. Так, мы остановились на линии. Как на этом элементе изменить цвет? Для этого вы нажимаете на элемент. Он выделяется голубеньким квадратиком, и сверху маленький значок квадрата. Это цвет. Вы нажимаете на него, и видите, появляется очень много цветов, которые вы можете выбрать. Вы можете также, самое первое, это выбрать новый цвет. Когда нажимаете, появляется большая палитра. Здесь все цвета радуги снизу. Вы можете выбрать
красные оттенки, желтые, все различные оттенки. Видите, я меняю. Какой хочу, такой выбираю. Можно двигать и здесь, выбрать цвет. Желтый получился. Хотите зеленый, сделайте. Я, допустим, я хочу выбрать просто белый для начала. Теперь можно менять его расположение. Смотрите, когда вы нажимаете на этот элемент, на эту линию, да, появляется снизу вот такой значочек прокручиваний. Стрелка вправо, стрелка влево, по кругу. Так, может увеличить, вам видно? Может вот так, да, сделаю? Вам видно, да? Лучше видно. Появляется значочек снизу, видите? Могу его крутить, эту линию. Делаю ее по диагонали, вставляю около себя, как мне удобно, как мне нравится. И, видите, появляется снизу вот такой вот, можно ее вытянуть, эту линию полностью на всю фотографию. Я этой линией отделила себя от фона. Заметно, да? Надеюсь, вам заметно. Дальше двигаемся. Хочу теперь, чтобы сзади меня был абсолютно другой фон. Для этого я опять снова захожу в наши любимые элементы. Там очень много функций. Выбираю фигуры, выбираю квадрат. Также у этого квадрата я могу поменять цвет. Достаточно нажать на него один раз, он выделяется снова голубеньким квадратиком. Сверху снова я нажимаю на маленький квадратик, цвет, и выбираю любой цвет, какой мне понравится. Допустим, выберем вот такой розовый. Что я вам хочу сейчас показать? Секунду. Теперь снова отодвигаю сюда. Ставлю квадрат по диагонали рядом с этой линией, которую мы уже заранее вставили. Подгоняю. И теперь тяну за разные стороны этого квадрата. Заполняю полностью нашу половину картинки. Вот так. Видите, да? Теперь смотрите. Этот квадрат у нас выделен голубым квадратиком. Здесь есть изменить сверху. Сверху смотрим на функцию изменить расположение. Что-то я не вижу. Где это? Вот смотрите, следите за мышью на экране. Я сейчас выделила вот этот розовый квадрат. Потом иду наверх, вот сюда, и выбираю слово «Изменить расположение». Нажимаем один раз и выбираем функцию «Назад». Несколько раз, до тех пор, пока наш сотрудник не появится. Теперь получилось так, что наш сотрудник оказался спереди, а квадрат получился его фоном. Давайте еще раз повторю. Кстати, если вы что-то не так нажали и хотите вернуть назад, то опять-таки смотрим за моей мышкой. Поднимаемся наверх, вот сюда стрелочка, отменить. Делаем отменить. Давайте заново повторим. Нажимаем на наш розовый квадратик. Хотим, чтобы наша сотрудник вышел на первый фон, а квадратик оказался за ним. Для этого, я уже сказала, нажимаем. Выбираем потом сверху «Изменить расположение». Выбираем слово «назад» и нажимаем ее несколько раз или один раз до тех пор, пока наша сотрудница не выйдет на передний план. Видно, да, всем? Все успевают повторить за мной, да?
Так, отлично. Если все успели уже повторить, давайте продолжим дальше. Теперь нужно написать имя нашей сотрудницы. Для этого я захожу в тексты. Это тоже слева находится. По счету он 1, 2, 3, 4, 5. Нажимаем на тексты. Здесь можно выбрать различные тексты. Секунду, я слышу свой голос от эха, да? Оно вам не мешает? Давайте я выключу, у кого включен. У кого у нас включен? Вроде нормально. Надеюсь, больше нету эха. Так, добавляем имя нашей сотрудницы. Здесь мы уже выбрали текст. Выбираете «Добавить заголовок». Можно просто добавить заголовок и здесь приписать имя. Здесь снизу есть еще некоторые сочетания разных шрифтов. Видите, розовенькие, какие-то светящиеся, полупрозрачные, разные-разные. Какие вам понравятся, такие можно выбрать. Допустим, я выберу вот такой. Так. Как изменить шрифт нашего текста? Достаточно его выделить. Мышкой выделяем текст. И сверху, опять все сверху. Все функции в основном находятся либо сверху, либо с левой стороны. Тут даже аж 129 размер. Выбираем поменьше, какой нам лучше. Допустим, 42. Стираю всю эту надпись на английском. Нам нужно написать имя сотрудницы. Делаем русский, пишем ее имя, фамилию. Или давайте сначала напишем просто имя. Смотрите, я написала имя. Хочу, чтобы оно дублировалось. Я выделяю, как обычно на ноутбуке. Ctrl-C, Ctrl вставить. И вот оно дублируется. А здесь я сотру второе свое имя и напишу фамилию. Все успевают, да, за мной? Я одна слышу эхо или все? Как это все убрать? Скажите, пожалуйста. Так, продолжим. Я написала свое имя и фамилия нашего сотрудника, но, видите, оно немного как бы не видно из-за того, что здесь два разных фона. Можно сделать так, что снова мы заходим в элементы, выбираем наш любимый квадрат, как обычно, и подгоняем его под наше имя сначала. Оп. Конечно, меняем фон. Вот такой пусть будет, да? Также, чтобы два раза такое не нажимать, можно просто его выбрать, опять скопировать и вставить. И уже подогнать под фамилию. Все, всем видно и все понятно, да? Угу. Так, продолжаем дальше. Теперь нужно, наверное, написать, что у нас за организация или кем наш новый сотрудник является в нашей организации. Фамилия, имя мы уже написали. Также снова заходим в тексты.
Уже можно выбрать обычный, это добавить подзаголовок или добавить заголовок. И пишем, что это за организация и кем работает этот человек в этой организации. Теперь можно поменять цвет. Видите, белый цвет, здесь он немного сливается. Также мышкой выбираем полностью текст. И под буковкой А есть радуга. Когда вы на него нажмете, можно выбрать любой цвет. Я хочу, чтобы был черный и немного выделялся. Можно потянуть за разные края этой квадратика, и текст уменьшится. Его подогнать под нашу картинку. Все равно, если вы заметите, то наша черного цвета, наша надпись, она сливается с текстом. Можем снова вот такие квадратики добавить. Просто можно нажать его, скопировать, обратно вставить. И смотрите, можно сделать его прозрачным. Когда нажимаем на него, опять сверху появляются разные инструменты, выбираем вот такие шахматную доску. Это называется прозрачность. Когда нажимаем на него, можно, здесь стоит 100%, можно его уменьшить. Когда вы его немного уменьшаете, он становится полупрозрачным. Опять я вытягиваю, подгоняю под мой текст. И могу вот так, ставить сюда красивенько. И мой текст оказался сзади до этого квадратика. Опять мы выбираем квадратик, нажимаем «Изменить расположение» и выбираем функцию «Назад». Так вам видно? Вот он, текст оказался теперь спереди. Коллеги, у вас получается? Если не получается, я могу снова какие-то непонятные места повторить. Да, вроде получается. Может быть, вечером, ой, после, но я это пропустила именно вот как фон ставить. Ага, как фон ставить? Смотрите, давайте я быстренько покажу. А вас? На другой страничке. Это мы уже не будем трогать. Смотрите, как добавить фон. Вы имеете в виду фон, который размытый, правильно? Размытый фон можно сделать так, что мы открыли вот эту страничку, заходим слева. А вот этот розовый Именно фон. за вами фон же стоит. Ага, это очень легко делается. Сейчас, секунду. Секунду. Так, как вставить фон, который сзади меня? Это очень легко. Здесь мы заходим слева снова в элементы, выбираете фигуру. Фигуру квадрат выбираем. Нажимаем на него, появляется обычный квадрат. Снизу появляется прокрутка, то есть вы можете менять, видите, я кручу его. Достаточно схватиться за вот эту кругляшечку и покрутить, как вам удобно. Я вставила около этой линии, которую уже давно вставила, и подровняла под линию. Растянула этот квадрат, как мне удобно, то есть чтобы он полностью перекрывал половину картинки. Вот так вот. И теперь, когда он уже выделен, сверху нажимаем на «Изменить расположение». Когда вы нажимаете, выбираете «Назад». Один или два-три раза нажимаете до тех пор, пока вы, то есть ваш сотрудник, не вылезет на передний фон. Вот видите, он вылез. Вот так мы получили фон для нашего сотрудника. Спасибо, увидела. Отлично.
Что это за звук? Да, у кого звук, можете, пожалуйста, выключить, а то почти ничего не слышно. Все, мне кажется, уже пропало. Так, мы вроде все сделали. Уже как бы один баннер готов, вы можете его скачать. Давайте я вам покажу, как его скачать. Сверху опять все функции находятся либо сверху, либо слева. Сверху есть такая вот стрелочка. Когда нажимаете на него, выходит скачать слово. Здесь вы выбираете PNG, то есть это изображение высокого качества. Он всегда рекомендуется. Поэтому оставляем на PNG. Выберите страницу, там, это наша первая страничка, выбираем, готово. И нажимаем слово «скачать». И все уже автоматически скачивается на ваш ноутбук. Вот, дизайн сохранен, все скачалось. Отлично, надеюсь, все успели, да? Давайте теперь сделаем второй баннер. Второй баннер у нас будет комментарий или какая-то цитата нашего сотрудника, начальника, шефа. Для этого это еще будет проще сейчас. Для этого я захожу в шаблоны. Как вы видите, тут есть разные шаблоны. Есть публикации в Facebook о коронавирусе или о работе из дома, о различных мероприятиях. Хэллоуин, видите, готовится скоро, Хэллоуин будет. Или поздравления с днем рождения. Разные тут есть шаблоны. Выбираем так, новостные публикации. Если на нее нажать, то появятся шаблоны, которые сделаны в стиле новостных публикаций. Это очень удобно и очень сейчас подходит. Выбираете шаблон, который вам понравился. Вы видите, да, что здесь есть человечек почти во всех шаблонах, и снизу либо цитата, либо сбоку его комментарий. Выбираем, который вам нравится. Допустим, мне нравится вот этот. Я выбираю, секунду. Для этого добавляем новую страничку, чтобы наша первая не потерялась. Надо нажать просто «Добавить страницу». Появилась наша пустая новая вторая страничка. Уже в шаблонах мы выбираем, который вам понравился. Я выбираю третий. И он здесь автоматически прогружается. Все ненужное можно здесь удалить. Смотрите, я, например, удаляю слово «the news». Выделяете его и нажимаете кнопку «delete». Удалить. Все, удалилось. Это нам не нужно. Вот эта фотография нам тоже, по идее, не нужна. Можно ее выделить, один раз нажать и тоже удалить. Опять загружаем фотографию нашего начальника или того человека, который говорит этот комментарий или эту цитату. Это слева в загрузках. Я уже заранее загрузила. Вы можете снова нажать на загрузки, выбрать кнопку «Загрузить изображение или видео» и «Устройство». То есть с вашего ноутбука скачать готовую фотографию вашего сотрудника или того человека, который говорит этот комментарий или цитату. Я заранее скачала. Теперь, когда она загрузилась, ваша фотография, достаточно один раз нажать на нее, и она появляется у нас здесь в окошечке. Появилась, да? Теперь мы просто двигаем ее немного, и она уже автоматически вставляется в задний фон. На задний фон. Мне не нравится, что здесь все красное. Допустим, у нас логотип разных оттенков зеленого цвета. Хочу сделать все вот эти красные штучки зеленого цвета. Достаточно один раз нажать, выбрать. Снова появляется малюсенький квадратик сверху. Цвет. Выбираем. Извините, здесь можете показать, как вы фон обрезаете, да? Фон обрезать, это какой фон обрезать? Который, чтобы он исчезал сзади, да? Не, имею в виду, вот вашего шефа оставить, а то, что там сзади, полностью убрать. Угу.
Есть два вида, как полностью убрать задний фон заднего человека, правильно? Это если вы в конве подключили 30 дней бесплатной пробной версии, тогда вам нужно просто нажать на фотографию, сверху появится несколько функций, выбираем функции «Эффекты». Это будет работать только в том случае, если вы подключили или купили канву, или подключили пробную 30-дневную версию. Нажимаем «Эффекты», и тут самый первый — это удалить фон изображения одним нажатием. Когда вы нажимаете на него, фотография немного прогружается, и сейчас фон исчезнет. Видите, фон абсолютно исчез. Теперь, что делать, если вы не купили канву, у вас все там платно, или не подключили бесплатную версию на 30 дней, тогда заходим на сайт, который называется remove.bg. Мы скидывали в чат ссылку на него. В группу тоже. Ой, Будьте здоровы. извиняюсь. Так, когда заходим на сайт remove.bg, там очень все легко, вы можете сами разобраться. Тут появится кнопка «Загрузить изображение». Выбираете с ноутбука изображение, где вам нужно удалить задний фон. Он автоматически удаляет фон сзади человека, и вы также нажимаете кнопку «Скачать». Все также автоматически скачивается на ваш ноутбук, и все готово. После того, как вы скачали нужное вам изображение, удалили у него задний фон, обратно возвращаетесь в канву, и здесь функция загрузки, загружаете изображение на канву через свой ноутбук. Как мы и все фотографии загружали. Видите, он будет просто без фона, как вот тут я снизу без фона нахожусь. И вы можете просто нажать, и он здесь без фона появится. Вот так мы удалили фон сзади человека. А допустим, на этой цитате, на этом комментарии я не хочу удалять фон, оставляем фон. Ой, так, вот он, фон остался. Вот тут в тексте уже видите, все здесь готово. Это плюс в том, что мы очень быстро, за короткое время можем подготовить в виде картинки, то есть визуальный контент для нашего социальной сети, любой, допустим, для Фейсбука. Вместо вот этого текста на английском вы впишете сюда цитату вашего сотрудника или начальника, и снизу пропишите, или не снизу, тут, оказывается, слишком мелко написано имя и фамилия, можно это удалить. Просто надо было нажать один раз снизу по имя, фамилию и на ноутбуке нажать Delete. Хочу, чтобы его имя, фамилия нашего сотрудника находилась сбоку, вот тут в белом пространстве, где почти ничего нету. Опять я захожу в тексты, допустим, добавить заголовок, и здесь пропишу имя и фамилию. И немного двигаю его сбоку. Могу также уменьшить его. Смотрите, если вы считаете, что расстояние между первым словом и вторым словом слишком большое, вы можете просто нажать один раз, опять все выделится, здесь появится вот квадратик, и сверху, опять все сверху, выбираем 3 точки. Через 3 точки, нет, не через 3 точки, выбираем вот это слово интервал. Видите, тут 3 полоски и двойная стрелка. Это интервалы. Когда мы нажимаем на него, открывается окошечко, и здесь мы можем менять расстояние между словами. Вы видите, да, я меняю расстояние, оно становится больше или меньше, как вам будет угодно. Или это высота строки. Или первое, это письмо. Я делаю расстояние между буквами уже больше или меньше. Как будет вам красивее. Мы написали, все поменяли. Также давайте напишем, кем является этот человек. Добавить подзаголовок. Сюда пишем, кем он является.
можно поменять цвет нашего слова. Просто выделяем его мышкой. Сверху снова радуга под буквой А находится. Выбираем и меняем цвет на любой, который нам нравится. Видите, мое слово здесь не вмещается. Тогда я его снова выделяю и опять сверху меняю размер шрифта. Тут 34. Давайте выберем поменьше, чтобы все поместилось. Допустим, 28. Вот так я написала, все вместилось. Я уже говорила, что красный цвет, допустим, это не цвет нашей организации. Я снова выбираю просто этот элемент. Раз, выделяется он. Сверху появляется красненький квадратик, нажимаем на него, этот цвет, и выбираем нужный нам цвет. Так как эмблема нашей организации он более зеленого цвета, я выбираю различные оттенки зеленого цвета. И вот эти красные полосочки тоже таким же образом можно поменять. Достаточно один раз вот так нажать, оно выделяется. Направляемся наверх, выбираем этот квадратик и выбираем нужный цвет. Как видите, я все красные поменяла на наш зеленый. Нужно ли что-нибудь еще повторить? Всем все понятно и все ли успевают за мной? Коллеги, скажите, пожалуйста, вы успеваете за мной? У вас все получается? Нужно что-нибудь повторить? Все понятно, но еще не успели, сейчас доделаю. Угу. А я вот забыла, когда, чтобы скачать с Canva, нам нужно же купить после истечения 30 дней. Если В этом получается, случае что надо было делать, чтобы скачать? смотрите, получается, если вы ничем платным не пользовались, допустим, смотрите, заходим в элементы, да, выбираем там какие-нибудь элементы. Вот различные элементы появились. Когда вы мышкой, курсором наводите на эти элементы, снизу появляется слово «бесплатно». То есть, когда вы используете такие бесплатные штучки, у вас будет все без проблем скачиваться. Но если вы что-то происпользовали, что платно, вот видите, короночка и написано слово «про». Если мы его происпользуем, то если мы не покупали канву, то не сможем скачать фотографию, картинку, постер, баннер, правильно? Нет, я не это имею в виду. Я Да. вот имею в виду, вот вы уже сделали плакат, баннер сделали, он там сверху же, как значок скачать же стоит? Да. Да. Вот у меня иногда получается, что мне по истечении 30 дней нет возможности скачивать. Вот в этом случае я иногда делаю принт-скрин, и через PowerPoint я где-то перевожу JPEG формат. Мгм. А вот что вы предложите в этом вопросе? Смотрите, почему, давайте сначала разберемся, почему вы не можете скачать, потому что у вас закончилась пробная 30-дневная версия. Если вы, еще раз хочу повторить, что если вы будете использовать все, тут даже шаблоны есть платные, надо просто использовать шаблоны, элементы, все-все-все тексты и даже вот абсолютно каждую детальку бесплатную, чтобы можно скачать. Видите, я открыла, допустим, сейчас в окошечке шаблоны и выбираю разные шаблоны. И когда навожу курсором, то снизу появляется слово «бесплатно». И если я буду использовать этот шаблон, и ничего на нем платного не будет, и не буду сверху ничего платного тоже вставлять, то она без проблем скачается. Если даже 30-дневная версия бесплатная, она закончилась. Просто нужно всегда использовать бесплатные элементы, бесплатные шаблоны, потому что когда вы наводите на любой элемент или фотографию или шаблон,
снизу появляется слово «бесплатно». Тогда абсолютно спокойно можно использовать, и он будет хорошо и бесплатно все скачиваться, без проблем. А есть шаблоны, которые платные. Наверное, вы случайно выбрали платный шаблон, поэтому после истечения 30 дней бесплатного периода его нельзя скачать. Поэтому всем рекомендую использовать бесплатные шаблоны, бесплатные элементы, бесплатные шрифты. Или же легче всего, конечно же, купить канву, но это уже по возможностям каждого. Надеюсь, я вам Спасибо. ответила на вопрос. Если что, можно потом мне писать в группе. Я постараюсь объяснить. Мы уже сделали наш второй баннер. Это комментарий или цитата нашего сотрудника, нашего начальника. Поменяли здесь шрифты. Здесь можно вставить цитату вашего начальника или вашего сотрудника. Поменяли цвета. Все очень быстро делается. Вы приноровитесь, и за 2-3 минутки уже будет визуальный контент для вашего Фейсбука. Тем более хочу отметить, что визуальные всякие картинки, фотографии, они лучше смотрятся, и прилагающийся к ним текст лучше читается. На Фейсбуке это и будет иметь больше охват, больше взаимодействия, поэтому используйте. Так, сейчас, секунду, я удалю это ненужное. Теперь третий баннер. Я предлагаю сейчас вам самим протестировать, потому что когда вы будете без моей подсказки что-либо делать, у вас появятся некоторые вопросы, на которые я тут же смогу ответить и помочь. Поэтому выбираем сейчас «Добавить страницу» снизу, появляется новое окошечко, и вы здесь можете, давайте третий баннер сделаем в честь ближайшего праздника. У нас есть различные, допустим, вчера уже прошел День государственного языка, 23 сентября. Можно выбрать этот праздник или какие будут в последующем. Это 7 ноября, да, это День информации и печати, или День истории и памяти предков. Допустим, оказывается, еще День учителя есть в октябре, правильно, в начале октября. Я сейчас предлагаю с помощью всяких разных шаблонов, которые вы здесь увидели, с помощью разных элементов, которые тоже здесь находятся, создать самим, попробовать на ближайший праздник. Посмотрим, как у вас это получится, и как раз у вас будут появляться вопросы, на которые я сейчас могу ответить сразу. Как вы смотрите на такое предложение, коллеги? Или же, если вы уже... Я не против. Мгм. Я также могу предложить вам такой вариант. Давайте мы тогда, может, завершим сейчас вебинар, а уже в свободное время, вечером, допустим, после работы или на следующий день, вы попробуйте в Canva самостоятельно сделать баннер к ближайшему празднику. У вас, возможно, появятся вопросы, и тогда на следующем вебинаре, то есть через вебинар, я снова буду вас вести на другую тему, и смогу ответить на ваши вопросы. Или вы можете мне написать в группе, или мне в личку, и я сразу смогу ответить и объяснить, как все это делается. Договорились? Чтобы вас это сегодня не загружать. Угу. А через телефон это возможно, да? Да, Да, возможно. можно Canva скачать на телефон, но лично мне там очень неудобно. Я все-таки рекомендую работать на ноутбуке, на компьютере, так как больше вы сразу все видите и можете сразу все скачивать, загружать. Так, мне кажется, даже легче будет. Хорошо. Ну что ж, тогда, дорогие участники, наш сегодняшний вебинар, он подошел к концу. Спасибо большое всем, что уделили внимание, потратили ваше время. Я надеюсь, что Спасибо было вам. очень полезно. Это вам пригодится в создании контента для ваших социальных сетей. Я буду теперь ждать на ваших красивые баннеры,
которые вы будете загружать, даже сейчас, которые мы сделали, вы можете уже написать к ним текст и загрузить у себя на Фейсбуке. Я буду очень рада видеть это. Так что следующий вебинар у нас на следующей неделе. Как обычно, мы скинем ссылку заранее, объявим тренера и тему также заранее. Ну что ж, тогда этот вебинар подошел к концу. Всем большое спасибо. Все, он завершается. Всем удачного дня. Спасибо, было очень полезно. Я буду теперь пользоваться это. Отлично, я очень рада. Всем до свидания. Мгм. До свидания.